Для Зойтуны Янбековой это далеко не первый урок в ее жизни. На кандидата педагогических наук, директора педколледжа возложены еще и обязанности депутата Совета городского округа. Открытый урок Зойтуны Рахметовны был посвящен юбилею Сибая и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Я хочу, чтобы вот данное мероприятие выполняло нашу одну большую задачу, чтобы каждый преподаватель, каждый студент почувствовал, насколько важны, велики эти события, чтобы почувствовали и через себя пронесли. Как педагог, Зойтуна Янбекова серьезно и творчески подошла к проведению открытого урока. Ценная информация об основоположниках города, о людях, благодаря которым Сибай рос и развивался, о важных и главных моментах в истории узнали в ходе урока студенты педколледжа. Занятие прошло на одном дыхании. Скучать учащимся не пришлось. Урок переплетался тематическими и творческими материалами. Перед студентами выступил и почетный гражданин города, отличник здравоохранения Рима Авзалова. Вот меня Минздрав направили в город Сибай, дали задание. Главный офтальмолог Минздрава РБ Саид Маршакевич сказал: Рима Шерифьяновна, вот ты едешь в Сибай, потому что поступило письмо, и Сибай просит, говорит, врача-офтальмолога, чтобы нам поднять хирургическую помощь оказать в Сибае. Я говорю, ну я же только со скамьи студенческой, лучше ты должна поднять эту службу. В числе приглашенных гостей на открытый урок ветеран педагогического труда Светлана Буранбаева. Ей, как человеку, проработавшему в педколледже 40 лет, хорошо знакомо все, что касается сферы образования и развития города. Здесь вас воспитывают очень хорошо в плане патриотического воспитания, нравственного. В вас закладывают столько много. Созданы все условия, чтобы вы развивались. А преподавательский коллектив какой сильный. В ходе открытого урока не осталось без внимания тема Великой Отечественной. Студенты узнали о том, что в годы войны из рабочего поселка Сибая на фронт ушли 350 человек. Так что этот депутатский урок оказался полезным. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильзина для службы новостей.